15 мая водители маршрутных такси в столице увеличили цены на проезд до 20 рублей. Такое решение водители приняли самостоятельно, а уже в среду они устроили акцию с требованием увеличить цену за проезд. Более 150 машин не вышли на свои рейсы. Водители даже попытались перекрыть движение автотранспорта по городу. Правда, ненадолго. Сотрудники милиции не позволили им это сделать. Между тем, на остановках столицы скопились люди в ожидании транспорта. Большинство из них не знали о том, что водители отказываются выезжать, пока цена за проезд не будет увеличена. Мнение тех, кто пользуется услугами маршрутных такси, разделилось. Некоторые были возмущены требованием водителей, другие сетовали, что цена не соответствует самому транспорту, внешний вид и техническое состояние которого во многих случаях оставляет желать лучшего. Но отношусь к этому плохо. Даже за 15 рублей они вообще очень плохо обслуживают, сдачу иногда неправильно дают. Маршрутки очень грязные, иногда они курят очень сильно. Вообще, я против. Кто-то же должен их контролировать, это ж не просто так. Пусть поднимут свой сервис, уровень обслуживания. За что-то ж мы должны платить. Все нужно поднимать, я думаю. Раз такое трудное время, как тоже ж надо как-то выживать. Но маршрутчикам, я думаю, не обязательно поднимать цены. Пока еще. Сами же водители маршрутных такси объясняют повышение цен за проезд тем, что это вынужденная мера, по их словам, подорожало топливо, запчасти на машины. Как утверждают водители, работать стало невыгодно. На встречу к водителям маршрутных такси приехали министр экономики Отгур Ардзанба, начальник госуправления по транспорту Рабистан Габле, председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля. Состоялся непростой разговор. Представителями власти был предложен ряд вариантов для решения данного вопроса вплоть до поставки бензина для маршрутных такси по минимальной цене, но с условием удержать цену за проезд в 15 рублей до 1 сентября. У вас есть заправочный комплекс, насколько мне известно. Я только что разговаривал с руководителем Абхазтопа. Значит, есть такая возможность поставлять на эту заправку туда к вам по минимальной цене, отличающейся от той цены, которая есть везде на розничном рынке. То есть эта цена будет приближена к оптовой цене. Плюс к этому у нас по коммерческим структурам, значит, Роснефть и Азид мы сегодня разговаривали, они тоже готовы предусмотреть возможность по фиксированной цене, более низкой, нежели которая есть сегодня. Могут и на постоянной основе. Вообще, в принципе, это им и выгодно, если они будут с вами постоянно работать, определенный лимит там месячный вы выработаете, и потом, я думаю, что это для них только расширять будет их возможность. Мы выслушали все ваши доводы, все ваши мнения. Дайте время, пожалуйста, до пятницы, когда будет заседание, и там будет решено. И ваши представители доведут до вас. Такое предложение многих водителей не устроило. По их мнению, снижение цены на топливо только для них не решение проблемы. Но были и те, кто предлагал пойти на компромисс, чтобы не вгонять в тупик саму ситуацию и не создавать проблемы населению города. После нескольких часов непростого разговора все же удалось прийти к единому мнению. Об этом нам сообщил председатель Сухумского городского собрания Константин Пиля. К чему пришли? Резюме было такое, что мы будем проводить в пятницу, будет заседание по этому вопросу. У нас будет от водительских коллектива 3-4 человека, они выберут людей, которые стоят, и там будем вместе принимать решения. До пятницы, если нам удастся решить вопрос дотационный, то, возможно, цену удастся удержать. Мнение водителей было такое, что они все-таки дали добро, они вот эти 2 дня цену повышать не будут. Цена останется на уровне 15 рублей. Еще на последнем заседании городского собрания с целью изучения вопроса повышения тарифов на проезд маршрутных такси была создана комиссия, которая продолжает свою работу по изучению данного вопроса. Увеличение стоимости проезда в автобусе и троллейбусе не рассматриваются. Рената Шакай, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.